Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я учитель истории, и в этом видео я вам расскажу об эстонских партиях, ссылаясь на те агитационные материалы, которые у меня есть. Итак, в Эстонии на протяжении советского периода, во время советского режима, существовала официально только одна партия. Это Коммунистическая партия Советского Союза. Действительно, в конце 80-х годов, во время перестройки, во время демократизации советского общества в Эстонии стали появляться самостоятельные политические движения, не подконтрольные Москве, но в целом в советский период, во время советского режима, соответственно, с 40 по 41 и с 44 по 91 годы, в Эстонии существовала официально одна партия – КПСС. Здесь у меня программа КПСС 1987 года. Во время перестройки, уже в следующем году, в 1988 году, в Эстонии был основан Народный фронт. Народный фронт не выступал с категоричным требованием восстановления независимости Эстонии уже тогда, в 1988 году. Он как бы лавировал между местными интересами и требованиями Москвы. Но Народный фронт, он внес свой вклад в движение за восстановление независимости Эстонии, требуя расширения автономии Эстонии и также организовывая различные важные массовые мероприятия. Например, Балтийскую цепь в августе 1989 года и другие мероприятия. В 1991 году на основе Народного фронта была создана центристская партия, Keskerakond по-эстонски. Центристская партия левая в экономических вопросах. Центристская партия выступает за поддержку, например, пенсионеров, за повышение некоторых налогов, за активное государственное участие в некоторых сферах экономики. В социальных вопросах я бы сказал, что центристская партия скорее правая, несколько консервативная. В 1994 году на базе уже имеющихся либеральных объединений была основана партия реформ, реформистская партия, Reformierakond. Партия реформ – это правая партия, поддерживающая личные права людей, личную инициативу и не поддерживающая в целом, за исключением некоторых нюансов, не поддерживая повышение налогов. Те эстонские политики и активисты конца 80-х годов, которые хотели категорически дистанцироваться от советской власти, которые не хотели идти на какие-то компромиссы или на какие-то переговоры с советской властью, что допускал Народный фронт, они стали объединяться в более такие правые движения, которые подчеркивали национальный идентитет эстонского народа. Именно из таких объединений выросла партия Родина, партия Isamaa. В 1992 году она была основана. Впоследствии партия Isamaa объединилась с другой правой партией, партией Республика. В 2006 году был образован союз Isamaa и Республика, который называется ИРЛ, или Isamaa и Республика Liit, союз Isamaa и Республики. Впоследствии ИРЛ сократил свое название просто до Isamaa. Нужно отметить, что оба этих агитационных материала уже относятся ко времени после сокращения названия. Как и реформисты, партия Родина, партия Isamaa не поддерживает активного государственного вмешательства в экономику. В 2022 году часть членов Isamaa, они были недовольны, в частности, решением руководства партии вступить в коалицию с одной более такой правой партией, ЭКРА. Во многом из-за этого разногласия часть членов Isamaa вышли в конечном счете из партии и образовали новую партию под названием «Правые» – Parempoolsed. Parempoolsed также выступают за минимальное государственное вмешательство в экономику. Наряду с такими правыми партиями, как партия реформ, Isamaa, Parempoolsed, ЭКРА, есть также партия социал-демократов. Это партия умеренных левых. Эстонские социал-демократы выступают за более активное государственное участие в экономике с целью более
равного распределения ресурсов в эстонском обществе. С 2014 по 2020 годы в Эстонии существовала еще одна правая партия Vaba Erakond, свободная партия. В 2020 году она объединилась с одной другой партией, и вместе они образовали партию под названием Vaba Erakond Aru Pähe. Vaba Erakond, я бы сказал, более правая партия, чем реформисты. Ну, вот, в частности, один из лидеров партии, Andres Herkel, говорит о том, что с точки зрения своего мировоззрения он патриот, rahvuslane и правый либерал. Еще одной правой консервативной партией в Эстонии был Rahvaliit, Народный союз. Партию Rahvaliit, Народный союз связывали с интересами эстонских фермеров. Один из президентов нашей страны, Arnold Rüütel, принадлежал именно к этой партии. На выборах 2011 года партия Народный союз получила сокрушительный результат, чуть больше 2%. И в следующем году, в 2012 году, на основе партии Народный союз появилась новая партия EKRE. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, эстонская консервативная народная партия. Сегодня EKRE считается в нашем обществе праворадикальной партией, националистической партией. Как и во многих других странах, в Эстонии также есть партия зеленых. В нашей стране, в отличие от Германии, например, партия зеленых не занимает такого важного места на политическом ландшафте. В 2018 году в Эстонии появилась еще одна новая, в целом правая, либеральная партия Eesti 200. Eesti 200. Эта партия, как мне кажется, пытается несколько балансировать между такой правой и несколько левой риторикой. Мне кажется, что Eesti 200 несколько менее правая, чем, например, реформисты. Сейчас в нашей стране в коалиции есть две партии. Это именно Reformierakond, партия реформ, и Eesti 200. Премьер-министр нашей страны Кристен Микл принадлежит к реформистам. Хочу также уточнить, что достаточно часто появляющийся в новостях Kaja Kallas, это фактически глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, также является эстонским политиком и принадлежит к партии реформ. Друзья, большое спасибо за просмотр этого видео. Если оно показалось вам информативным, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи в новом видео.